Всем привет, мои дорогие! Сегодня 31 октября. Мы едем в Нюрнберг прогуляться на Хэллоуин. Потому что, это самый любимый мой праздник из всех. День всех святых. Здесь, в Германии, это государственный праздник. Поэтому завтра, 1 ноября, выходной. Так что у нас вот так вот все хорошо, радость. Смотрите, какие красивые пейзажи за окном. Вообще прям такая осень шикарная. Супер. Скоро деревья облысеют, буквально, мне кажется, еще неделька, может 2. И они уже почти все будут лысые. И мы все будем любоваться только на траву и цветы до января. Ну, там еще остаются кое-какие цветы, но уже там все леденеет. Ну, вот в прошлый Новый год, который 23-й, было 17 градусов тепла, поэтому там все еще было. Nächster Halt, Fischbach bei Nürnberg. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Вот, а в этом году мы не знаем, какая погода будет, конечно, в декабре, в январе. Поэтому, увидим, как все будет. Ну, конечно, деревья очень долго лысые здесь, в Германии. По полгода лысые. Ну, мы так считали примерно. Ну, ничего. Красиво зато сейчас. Мы приехали в Нюрнберг, пришли сразу же в вход, тут вокзал был, так интересно, с платформы. Обычно нужно было к пешеходному переходу идти, а сегодня мы на такую платформу приехали, где ты сразу заходишь через дверь в вокзал. Это вообще очень круто. Там мы будем спускаться, да? Вот. В общем, мы приехали, потому что очень любим Хэллоуин. И сейчас будем смотреть, что тут интересного есть, какие покупки, может быть, пройдемся по магазинам. Да, оказалось, тут нет выхода. Вот направо. Вот. С вами вместе, конечно же, покажем, да, вот какие сейчас товары продают, что продают к Хэллоуину. Сейчас очень много рождественских товаров продают, потому что скоро Рождество, немцы сразу же готовятся к Рождеству, они покупают адвенты еще 1 декабря, все дарят друг другу подарки, чтобы 24 дня адвента прожить, каждый день открывая маленький подарочек, это все очень важно для них. Вот Мюллер вокзальный. Ну и в общем, мы это все вам покажем, естественно, расскажем, как тут все происходит, какие подготовки к праздникам. Это все очень интересно. Ну и так, немножко порассказываем сегодня про нашу жизнь, потому что как у Максима все продвигается. Многие спрашивают, многим интересно, как у него там с астмой дела. Вот. Она у него периодически обостряется. И, конечно, это все сложно. Сказать, что он себя прям идеально чувствует, невозможно. Но и сказать, что он в ужасном состоянии, тоже невозможно. То есть препараты, они, конечно, помогают при астме и помогают снизить вот этот, как сказать, порог приступов, да, вот, или как? То есть смягчать всякие последствия от приступов и все. Ну, а, конечно, это вот прям идеальное, хорошее состояние тоже невозможно сказать. Беспокоит, пока беспокоит. Вот. Но мы не сдаемся, мы идем вперед. Вот. Все равно потихоньку, полегоньку это все как-то решится. Астма, она еще сезонная. А осень, да. Вот осень очень провоцирует астму и весна. Зимой сложно астматикам. Почему? Потому что холодно. Им лучше всего летом живется. Вообще, если человек астматик, ему лучше выбрать просто Испанию и жить нормально. Но если он не аллергенный, вот такой от растений астматик, может там в Испании какие-то есть аллергенные, наверное, растения, я не знаю. Но по климату, вот, допустим, Максим
аллергик на кошек, лошадей, кроликов, овец, да? И инфекции, ну, такие как простудные. По климату такому астматику больше всего подходит Испания. Чтобы вы никогда... Морской климат должен быть, лучше на берегу моря жить, чтобы его никогда не беспокоил холод и холодный воздух, и все. Ну и инфекции, ну, поберечься от инфекций. Не вдыхать различные дымы, бытовую химию. Вот. А так в целом, да, жить можно астматику. Просто нужно время и разобраться с этим. Ну и мы еще по врачам то, что, как сказать, здесь же есть вот, мне там подруга рассказала еще и такие вещи, что смешивают все аллергены, которые в человеке есть. Ну, допустим, у Максима 4 аллергена. Их смешают и введут ему эту сыворотку, чтобы у него был такой, как бы типа удар аллергии, да? И так постепенно, мол, иммунитет от таких уколов выравнивается. И у человека потом эта аллергия купируется. То есть еще вот такие могут быть вещи. Пойдемте сходим в этот дворик кафешный, магазинный, сувенирный. И посмотрим, может быть, тут что-то есть интересное, связанное с Хэллоуином. Ждем всех святых. Так, мы обычно его вот так с тобой по кругу обходим. Пойдем. Тут вот, значит, мокрые рестораны, кафе. Пахнет. Ой, пахнет дымом. Пахнет дымом. Что-то коптят. А вот оно, дым, вот этот дым. Так. Красиво здесь вообще. Смотри, какие машинки тут вот эти сувенирные. Круто. И я такая. На барахолке, кстати, очень много таких можно. Флопмар. Висят пряники тут. Эти сувенирные пряники. Дюрер. Его кролик. Его кролик, да. Ой. Так тут классно вообще. Но у Хэллоуина ничего нет. Никаких этих отдельных там выставок. Или еще что-то в этом духе, ничего. Духа Хэллоуина не вижу. Зато запах приятный, дымом пахнет. И этим немножко глинтвейном, что ли. Угу. Тут тоже что-то такое интересное продают, да? О, тут что? Свечи. Ух ты! Смотрите, как красиво. Вообще так шикарно. Супер. Такие красивые свечи сувенирные. Вообще. Смотрите. Какие красивые, да? Класс. Там лестница. Ты видел? Внутри лестница выдвинулась и поехала вверх. Вон она еще доезжает. И закрывается чердак. Боже. Ну, электризированный. Помнишь, я как был Нам туда. в доме, который мы снимали, там чердак тоже лестница Да, у нас была. так же было. Но Но там не был электризировали. крючок. Да. Был крючок. И Вау, смотри, какие тут сумки. Обалдеть. Это кожа, да? А тут всякие тоже поделки кожаные есть. Видишь? Вот. Классненько. Какие красивые. Сколько такая стоит? 44,50. Красивенькие. Вообще. Но я все время задумываюсь о том, что я вегетарианка, и кожа это чья-то кожа. Поэтому я все больше склоняюсь к тому, чтобы вообще ни шубы, ни кожи, ну даже в помине, чтобы не было такого, чтобы это носить. сейчас хорошее качественная синтетика делается. Так сейчас много хорошего, да, и без кожи можно носить. Поэтому я считаю, не надо кожу носить. И не надо поддерживать даже такие вещи.
здесь, в Да, принципе, мы все насмотрелись уже ничего с тобой. нет. Ничего про Хэллоуин нет. Так, мы правильно, да, выходим? Да, правильно. Да, мы здесь. Пойдем дальше. Так, вот здесь мы набрели на фруктовую лавку. И она вот такая вот. И тут еще всякие пряники, хлеба. И вот тут ягодки, и все. Такое красивое. Вообще ананасики. И лисички продают. И грибы белые, по-моему, продают. Вообще так все шикарно. И каштанчики. Вот видите, написано Маронин. Маронин. Чем-то так пахнет очень вкусно. Да, А вкусно здесь же пахнет итальянские, ням-нямкой. итальянские эти Да, вот тут кафешки. мы кушали тоже в итальянском ресторанчике, вот в этом беленьком. Беленькие здесь столики. Да, очень там обед был комплексный. Ну, не комплексный, комплексный. 10,50, по-моему, отдаешь. Да, Тебе дают макароны вегетарианские, классно. пасту. Потом салат хороший, овощной салат с соусом, какой ты хочешь. Мы, по-моему, И колу, по-моему. манго, апельсин, какой-то такой соус брали. Классный вообще. Заправка такая с горчицей, по-моему, была. И Кола. ну, напиток на выбор. Да, на выбор. Мы взяли кока-колу маленькую такую в стеклянных бутылочках. Ой, тогда это классно было. Ну, это все снимали. Я думаю, что вы можете посмотреть, если вы захотите. Вот здесь вот чьи-то ноги торчат. Кто-то спит прямо на полу в спальном мешке. Ой, как вкусно пахнет. Тут тоже тут глинтвейн. глинтвейн варят. Вот видите? Да. Ой. Даже вот просто, если не будет даже никаких Хэллоуин украшений, но, по крайней мере, дух самого города обожаю просто. Просто обожаю. Да, мы давно уже Как не тут все покрыто мелкими и крупными листьями. И как это все осенью смотрится шикарно. Вообще, в принципе, здесь. Мне здесь нравится вообще. Так, мы где-то Нам с тобой сюда здесь, налево, да, да. сворачиваем? Мы идем, конечно же, в Макдональдс. Есть вегетарианские бургеры. Это наш отрыв такой номер 1 в мире. Я вся одета в несколько кофт, не обращайте внимания. Вот сяду, пожалуй, вот здесь. Неплохой столик здесь. Вот. И буду ждать, когда мой муж принесет мне вегетарианские бургеры. Сижу в Макдональдсе, жду, когда мой муж придет. И вот думаю, если сегодня никто здесь так и ничего не украсил к Хэллоуину, то почему они его справляют? Нравится ли он им вообще или нет? Как вы считаете? Вот для нас это любимый праздник. А празднуете ли вы Хэллоуин? Или, как вы считаете, нужен ли он кому-то в Европе? Мы вышли из Макдональдс. Какая-то большая машина стоит. Такая крутая. Для электриков, наверное, да, Вов? Или канализация. Мне всегда очень нравится вот этот Блюме 2000. Прям не могу. Вообще крутой магазин. Да подожди, зайдем. Я обожаю тут цветы рассматривать. Вообще. Я вообще всегда так хочу, чтобы мне отсюда взять как-нибудь купить букетик цветочков, потому что тут очень красивые всегда цветы свежие. Вот эти мелкие мраморные розы вообще такие шикарные. Смотри, Вов. Крутые. Можно будет на обратном пути зайти, взять. Они называются Park Rose Fireworks. Видишь? Да, класс. Вообще очень крутые розы. А вот эти, смотрите, какого оттенка интересного. Тут вот розовые, а тут вот смешанные белые и розовые. Такой букет шикарный, осенний. Вообще очень красивые цветы. А вот это что за цветы? Пишите, может быть, вы знаете их название. А вот тут написано Штерндольде роза. Я хочу такие цветы, это очень крутые цветы. Смотрите, какие красивые, никогда не видела таких цветов. Мы продвигаемся
в сторону магазина Ультракомикс, чтобы там купить эти распродажные всякие журналы и книги. Потому что мне это очень нравится покупать. Вот. Ну и так посмотрим фигурки, конечно, для Максима и все такое прочее. Вот такое кафе. Да, там даже выгодно их покупать. Очень выгодно, потому что на eBay они гораздо дороже. Гораздо. То есть от 2,5 евро. Ну, это минимум. Минимум, Это прям да. минимум. А там по евро, считай, они лежат. Да даже просто, ну, мы, конечно, не будем торговать. Нам просто интересно, что у нас, чтобы манго была. Эти манго-журналы очень крутые, просто очень крутые. 2000-х годов. Ну, я их читала, мне очень нравится. Прям супер. Вот, мы пришли в Ультракомикс. И сейчас пойдем рассматривать все. Рассматривать наши книжечки. Ух ты, смотрите, какая фигурка смешная. Посмотри, Шиву, танцующую Шиву. Да, танцующая Шива. 119 евро он стоит. Так, ну что, рассматриваем книжки. Ну, прикольно. Нэнси Кресс. Кстати, тут можно поискать Нэнси Дрю. Вот, бонсай. Так, пошло-поехало. Шаман Кинг. Ага. Трюкскан. Вот дайцики-то тоже я возьму, да? Вот эти две. Возьми. Мне нравится. Вот этот надо взять. И этот, не помнишь, есть у нас или нет? Какой? Вот апрель 2003. Нет. Вроде по-моему, нету. Июль 2003. Нет, 2003 у нас всего, по-моему, 2 журнала. Мы уже тут насобирали. Ну и 4-й год. Не, так я все возьму, которые мне нужны здесь. Ну, в смысле, какие текст, номера да. по одному, да? Так, давай. Круто. Сейчас еще перелистаю тут. Вот дайцуки есть, получается, еще вот такие. У меня их нету тоже. Так, дайцуки вот такие тоже нету у меня. Не, я беру тоже вофли. Ладно? А как мы их унесем? Как мы это все унесем? Так, ну-ка посмотри, у меня бонсай 21 есть, июль 2003? Есть. Да, есть. Так, а вот этот бонсай? 15-й. А вот этот 15-й, он у меня дома, по-моему, есть купленный, да? Насколько я помню. Ну, это... Ну, похоже, не знаю. Не помню. Или взять, не париться? Возьми, не Так, парься. а вот такой у нас есть Это уже? есть, А вот 18. этот тоже есть. Второй 2004 есть, да? Подожди, так. сейчас вот он 18, видишь? Да, да. Так, 21. А это что? 15 берем такой, да? А это номер. 18. То есть что ж. Так, получается нам... мы это тоже берем, да? Так, теперь давай дайцуки посмотрим, что. Ну, дайцуки тут у нас вообще никаких нет, которые тут стоят. Не знаю. Ну, я хочу их взять, Вов. Ну, возьми это такой вот. Ну-ка, вот это есть у нас дайцуки? Нет, да ведь? Так, это номер 3. Номер 6. Бонсай. Бонсай. Номер 3. Вот он. Есть, да, еще? Ну-ка, давай теперь этот. Этот есть? 8-й? 8-й. 3-6 ты сказал же, да? Вот этого, значит, нету у нас. Подожди, это какой номер? 8? 8-й. 8-го нету, да ведь? Сейчас, секунду. Жуля, сентябрь. Нету. Ну вот, давай его возьмем. Дайцуки это для девочек. Да, ну мне нравится. Я же тоже девочка, прикинь. Вот еще черного нет, точно. Черного нет. Ну все. Вот, мы набрали. На 20 евро, наверное, да? Я скажу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Ну ладно, сегодня же Хэллоуин. Да, 13. Самое то, я считаю, вообще. Супер. Пойдем внутрь, там еще посмотрим эти фигурки. Фигурин. Еще вот это кому нравится. Возьми корзинку, возьми. Так. Ну кто это? Что такое? Это плеймобильки, типа это рандомные фигурки. Так, что у нас тут есть по фигуркам? Это зеленые волосы, как Максим хотел.
Максим хотел какую-то Салли, да? Салли? Вот где она, в каком они? Нужно посмотреть, к какому аниме относится. Сейчас посмотрим. Нацуки. А это кто такой? Ну этого-то у нас точно Вов Это нет. Hero Академия. Нет, Максим Ну не что? собирает их. Это Кицуку Мидори, это он собирает такого. Нет. Зря ты. Hero Академии нет. Он собирает их. Демон Слеер. Да моя Hero Академия мы покупали, мы много фигурок. Ты чего? Да нет. Ты просто жадничаешь, как обычно, Вов. Все как обычно. Вот этот еще есть. Видишь, танжера, который ест лапшу. Так. А вон там кто это такой? Смотри. Красивые тоже какие есть. Лю, Зефир, Юна. Так. Ну, сейчас рассмотрим тут внимательнее. Смотрите. Из этой Алисы в стране чудес. А тут вот этот вот, как его, Стич. Лила и Стич. Так, а это кто? Тоже Лила и Стич. Тут роза какая-то спрятана. Красиво тоже вот эти все Дисней Адвентс календар. Ух ты! Прикольно. И этот Кошмар перед Рождеством. Джек. Прикольно. Джек Фонарь. Мгм, Джек Фонарь, да. Король Лев. О, вот он, Джек Фонарь, видишь? Джек Скеллингтон. Салли. My Hero Академия. Дракон Болл. А тут вот этот Снупи. По-моему, да. Классно. Так, ну мы-то с тобой ищем ту фигурку. О, вот тут еще такие есть, смотри. Прикольные. Ну где этот убийца, которого Максим хотел? Салли Фейс. Где он? Манги полно. Фигурки из Аватар, Легенда Ванги. Вот тоже, вот видите, из этого всего. Джека Фонаря. Кошмара перед Рождеством. И тут вот Демон Слеер. Танжера. Видите, вот так выглядит. Тут тетрадь смерти. Я еще хотела глянуть эти. Боруто он где-то смотрел, здесь продолжение. Ну вот здесь вот есть. Где? Здесь он смотрел? Точно, мы с тобой вместе даже, да, смотрели, по-моему. Тут красивая такая манга. Наверное, страшная. Я не вижу Боруту здесь. Токио, токийские мстители. А какая часть токийских? Это А, вообще первая, да? Где Боруто? наверное, в другом. Ну вот пойдем поищем. Мы же там с тобой вот встали тогда, по-моему, и нашли его, по-моему, где-то здесь, да, ведь было дело? Или нет? Вот токийские мстители. Какая это часть? 10-я. 10-я у нас же есть, да ведь? Да. Мы уже вперед всех покупаем. Где Боруто? Надо искать Боруто. Может, мы уже
прошли мимо Боруто 100 раз, и зрители уже такие: Боруто вон там, Боруто, эй, вон там. И мы такие: нету ничего здесь. Так. Тоже вот My Hero Академия. Ну где же ты, Боруто? Сейчас будем искать. Мы нашли Боруто аж вон там. Но мы его не купили, потому что у нас все части есть. И мы взяли следующую часть Человека-бензопилы. Это номер 6, 6-я часть. Вот. Получается, мы взяли плюс 100-500, там 13 журналов. Взяли вот этого, значит, Орочимару. Новый Орочимару вышел из Наруто, да? Это же Наруто? Да. И вот мы взяли вот этот, значит, как его, мангу. И все. Хватит. И все. Да. Пошли на кассу уже. Все уже. Харе. И так много взяли. Как они отсюда, что ли, стоят в кассу? Хорошо, я пока тут поснимаю. Это Астерикс. Ну, там все смурфики. Представляете? Так красиво книга смотрится теперь. Видите, страница, этот край страниц покрашен. Вот у меня тоже книги, которые последние покупала на немецком, тоже у них край был покрашен. Вот. Классно. Вампириал. Видите, тоже край у страниц покрашен. Видите? Круто смотрится. Пошла фигурки пока снимаю. Сейчас. Вот эти фигурки, это вообще шедевр, конечно, этого магазина. Тут Саски новый как раз пляшет. О, мой муж отбивает. Я побежала. Мы вышли из магазина, оставив там 39 евро. И идем дальше. Теперь в Талию пойдем. Там будем все рассматривать. А нам туда. У нас маршрут не меняется годами, видимо. Ну, зато мне очень нравится там бродить. Обожаю книжные магазины. А вы? Чем мы заскочили в магазин Бенвальд? Тут очень круто. Все как обычно. Здесь очень круто. И тут есть вот такие вот мини-фигурки. Сколько такая стоит? 34,90. Обалденная, конечно. Всякие. Ну, тут это стандартное. Ну, вот это вот мне тоже нравится. Вот тут отдел Наруто. У нас вот такого уже нет. Есть. Есть? Такой есть. Все, понял. Это Цунада. Цунада? Угу. Давай еще тут немножко вот тут футболочки. Вот, круто выглядит. Вот у нас такой тоже есть, да, не помнишь? По-моему, было. Это 95. Поставь карту. Это Nendoroid? Да, это Nendoroid, очень крутой. Good Smile Company полностью оригинал. Эти у нас все есть. Такие прям коллекционеры, смотри-ка. Ух ты, это кто такие? Ну, тоже прикольно, да? Сколько такое? 64,95. Обалдеть. Это мы уже тоже успели купить. Тоже все тоже есть у нас. Черные вот эти футболочки все крутые, конечно, да? Это монстр такой страшный. В общем, вот так. А там эти фигурки обожаю. Ну ладно, пошли дальше. Мне вот эта шляпа нравится из Хогвартса. Не создаем пробку. Так, идем дальше.
У нас каникулы со вчерашнего дня, с понедельника по пятницу. Ну и в следующий понедельник, получается, опять снова в школу. Вот. 1-го завтра официальный праздник, как я уже говорила, в Германии. Ну, не во всех регионах, но в нашем, да. Нерабочий день. В связи с Хэллоуином. И мы гуляем, отдыхаем. О, кстати, GameStop. Ух ты, какой он там преобразовался. Круто. Пойдем? А что ты там увидел? 619 Максима скоро день рождения. 11 декабря у него. И они выставили, да, PS5. А он хотел PS5. Ну, 620 евро, Вова. Ну, PS-ка. там есть вариант замены. Можно обменять, да? А что, здесь тоже так же в GameStop? Я не знаю. Ну, вот я не знаю. Так, Наруто. Ну да, есть вот тут какой-то белоглазый товарищ, не знаю. Надо Максиму такого не надо. Давай еще глянем, что тут еще есть. Какой-то шинки, причем их целая куча. Синеголовая, как она называется? Салли-то? Так это, по-моему, мальчик, а не девочка. Ты почему-то говоришь о нем в другом как другой пол его. Выглядит, да. Как девочка выглядит для тебя. Или то, что имя Салли тебе, да? Или нет? Это же не имя, а типа сериал или что там, фильм, не знаю уж. Расскажите, может кто-то знает. Здесь, по-моему, тоже ничего подобного даже в помине нет. А вот новые в магазине, видишь, они выставили. Типа. Это с One Piece, Star Wars Это и Танжеро. Танжеро. Из Демона Слеера. Demon Slayer. Да. Ну, сейчас я ему вот это сфоткаю. Не знаю, куплю ли. Может, я и не куплю. Сейчас узнаем. Смотрите, какой Зетсу. Из Наруто огромная фигурка. 25 евро стоит всего. И она вот такая, прям здоровенная такая. Как будто какое-то растение ест бедного мальчика. Это он так прячется. Не знаю, кому как, а для меня этот магазин называется Пюре. Если для вас как-то иначе, пишите. И меньше всего мы ожидали увидеть вот это в Таллине. Это ремонт. Мы не думали, что они будут первый этаж ремонтировать в последнюю очередь. Боже мой. Да, поехали глянем, что там изменилось на 2-м, на 3-м, на 4-м этаже. Обалдеть. Кстати, когда мы в последний раз приходили, а это было очень давно, ремонтировали как раз-таки, по-моему, 4-й этаж. Там, где кафе, да, ведь? Вот сейчас все узнаем, товарищи. Так, это у нас, значит, 2-й этаж, да, получается? Поехали сразу на следующий. Тут, кстати, тоже такие огромные леса стоят. Смотри, прям обалдеть. Вот тебе любимый магазин. Все перестраивают. Хэллоуин. Так. Тут уже все забросано вещами. Видимо, с 1-го этажа. Да? Так, поехали дальше. Обалдеть. Столько новостей в нашем маленьком уютном мире. Закруживающихся, как говорят, во временном континууме событий, да? Так, ну что тут у нас? Вау! Вау! Обалдеть! А кафе где? Кафе должно быть на 3-м, да? Вот. Не на 4-м получается, да? Или его вообще сломали? Или чего? Сейчас на 3-й поедем, посмотрим. Там был вход с 4-го на 3-й. Да, да, сейчас. Ух ты. Какие прикольные штуки. Смотри, тут цветы типа в стекле заделывают. Красиво.
Прикольно вообще. Ой, еще вот такие вот. Класс. Да, красивые, да? Такие всякие. Они с пупырями прям. Я бы хотела такие на позиции. Сколько стоит? Да ну, 5,95 за штуку. Не, на позиции не выйдет. Но я бы хотела такую. Мне бы нравятся такие вещи. Круто смотрится вообще. Ну, это, видимо, какое-нибудь там, не знаю, стекло, да. Конечно, хотелось бы такие на позиции купить. А такой сколько стоит? 1,25. Может, такие взять. Мелкие хотя бы по 1,25. Вот такая получается. Вот такое есть, да? Такое. Такое что ли? Так еще с них счисти, попробуй эти наклейки, да? Так прикольно. А эти почем? 5,95 тоже. С клевером, с 4-листным, настоящим. Прикольно. Пойдем? Календари перенесли. Ну да, тут все Спорт. полный бардак. Пойдем. А, кстати, а где эзотерический-то отдел теперь? Мы же даже не попробовали. Нет, серьезно, давай посмотрим, а вдруг он на этом этаже, а мы будем потом бегать туда-сюда. Что? Смотри, как столики сделали. Да, красиво. Светильники можно посидеть. Да. Das sind jetzt die kleinen Runden erstmal. Ja. Меня-то больше интересует, где наш отдел эзотерический. Такая классная зона отдыха. А где отдел? Нету здесь его, да, ведь? Тут вот Бакин. Вот. эзотерика. А нашел? А, зоо. Да, точно, вот он, эзотерик. Вот, хорошо, что мы с этого этажа не ушли, да, Вова? Ой, кто-то раздраконил карты, разобрал их прям на атомы. Кто-то порвал еще одни карты. Боже ты мой, ты посмотри. Видите, как нельзя допускать ни в чем хаоса? Здесь ремонт, начался хаос. И в итоге этот хаос привел к порче многих книг, видимо, да, вот так. Имущество. Это все деньги, причем довольно крупные деньги. Вот так вот. 24 евро. Вроде неплохой оракул тоже. Вова так и любит эти книжечки. Так и любит. Ом намах шивая. Здесь это как медитировать на мантры, сколько времени, и интересно, что некоторые мантры идут с картинкой. Ich will noch zu links rein, ja. Yoruldum, ich kann nicht mehr stehen leider. У меня это все есть. Все есть. Нового они не привозили, потому что у них развал всего тут. Ну, тут пока ладно. Пока так. Ну, хоть посмотрели, как тут дела. Камушки. Все как обычно. Гематитик вот зато. Свеженький. Привычный. Неужели это гелиотроп? Да, это гелиотроп. Только смотри, какой странный гелиотроп. У меня такого нет. Ну, представь стоять на кассе из-за одного гелиотропа. Касса особо в очереди. Вот касса. Сейчас я посмотрю тут еще.
Мне этих камней, Вова, так много. Слишком много. Я не буду покупать, наверное. Да и так много. Ух ты. Тоже адвент. Интересно, что внутри. Не знаю. Ой, пойдем. Такие, есть один столик для Хэллоуина. Эти книги про Хэллоуин. Мартина. Сумочка. Вампир или летучая мышь. Да, летучая мышь. Всякие шоколадки с привидениями. Я вчера детям, кстати, в Кауфланде покупала этим желе, жевательный мармелад мозги. Так классно. Было весело. Были очень довольны. Да, были очень довольны дети мозгами этим. Наслаждались поеданием мозгов. В принципе, это их нормальное состояние в жизни, да, Вов? Поедать мозги чужие. Что тут удивительного было? Особенно Максимка. Он такой мозгоедок. Кстати, он сегодня уходит ночевать, оказывается, к своему другу Владу. Это в Дитфюрт нужно ехать. Другой совершенно городочек. Пироги есть сегодня. Кафе работает в нормальном режиме абсолютно. Пойдем. Кафе проверили, работает. Да, есть такие очень блестящие блокноты. Ну, очень блестящие. А вообще все выглядит круто и, знаете, так полу такое, как типа Нет, не постапокалипсис, а просто апокалипсис без пост. Так, а где мы должны спускаться? Там. Мы пошли прогуляться на набережную. Ходили по Талии, там все развалено. Полный хаос, ремонт. Мы решили пойти на набережную. Там очень хорошо и красиво. Какая красота. Обожаю. Обожаю. Недавно столкнулась с тем, что у меня, ну, что-то типа профессионального выгорания, или как это называется, когда ты ищешь темы для видео, но не можешь их вообще найти, осознать, понять, надо, не надо тебе это. Если вдруг у вас появляются в голове хорошие темы, которые могли бы стать именно популярными, потому что, да, я понимаю, что каждого из вас интересует что-то свое личное, и вы мне это пишете, я потом делаю тему, его смотрят это видео 200 человек вместо 20 тысяч человек. Это я все понимаю, но вот я прошу вас помощи в другом. Ну, то есть, что могло бы быть популярным? Как вы считаете, может быть, какая тема могла бы именно стать популярной на Ютубе? Это интересно мне знать. Потому что такая тема нужна многим людям, да? Популярная. Не одному там, двум людям, а многим. Вот как вы считаете? Пишите. Смотрите, как голуби облепили эту штуку. Ходят такие там довольные. А мы решили уже ехать домой. Мы уже нагулялись сегодня. Смотрите, как дерево красиво желтое, такое прям шикарное. Вот, мы поехали. Вот как надо по-настоящему праздновать Хэллоуин. У нас вот в городе вот так. Люди празднуют у себя дома.